It's spectacular. And she loved the Russian pavilion. It's a very fine exposition because Danae, it's important also for me. I'm also an artist. What did you think of it? Yeah, it's nicely done, nicely executed also. It's very, very positive. I like it because I didn't expect it that. Yeah, it is very humorful to say so. The Russian exposition, I like it so much. You like it? Yes, this is the 7th pavilion which I visited right now. And this one is really like you can feel something. Павильон России один из старейших на биеннале, 7-й по счету после павильонов Германии, Бельгии и так далее. Он открылся в апреле 1914 года в дни вернисажа 11-й Венецианской биеннале. И в следующем году, в 2014 году, будет его столетие, но поскольку с тех пор сменились графики биеннале, и теперь она по нечетным годам, потом была почетным и так далее, то мы подготовили книжку, посвященную столетию русского павильона и вообще русским художникам на Венецианской биеннале. Потому что русские художники участвовали и до открытия павильона, и даже в годы советской власти, и годы сталинской диктатуры. За всю историю, с 1895 года на биеннале было порядка 800 русских художников. И все они так или иначе включены в нашу большую книгу. Stella Art Foundation была основана в 2003 году. И с тех пор мы делали очень много выставок в разных городах и в разных странах. А в 2010 году приказом министра культуры Российской Федерации Стелла Кисаева, президент нашего фонда, была назначена комиссаром русского павильона на 3 художественных биеннале 11, 13 и 15 годов. А что касается настоящего проекта, то выставки Вадима Захарова, Даная, приятно, что он совпал с этим празднованием столетия. И, кроме того, Вадим Захаров, что тоже приятно и символично, в 2001 году принимал участие в основном проекте биеннале, который тогда курировал Харальд Земан, и он участвовал в выставке в Арсенале, ну, естественно, с другими работами. I know Vadim Zakharov since the late 80s when he came first to Germany, and since then I'm working with him permanently. And this means a lot to me, as I think that he is what an outstanding international artist. And this is, how could I refuse in this moment when he asked me to help him here in Venice? And I hope that now Vadim Zakharov's contribution will help to make the international audience more familiar with all these great Russian artists that are around, from the older generation, from the middle-aged generation that Vadim Zakharov belongs to, and of course of the very young artists. And I guess we're doing here all together a big, big step. Yeah. Относящиеся к понятиям перформанс или инсталляция с некоторым пренебрежением, это неправильно. Потому что все зависит от того, какой смысл, какую идею закладывает художник в это. И все зависит от того, насколько это талантливо сделано. То количество зрителей, которое вы здесь видите, говорит о том, что работы Вадима привлекают огромное внимание
посетителей биеннале, а это внимание к нашей стране, это внимание к нашему искусству. Понимание того, что в художественной жизни России происходят интересные и яркие явления. Вот. А мне особенно приятно было видеть то, что, собственно, вот современная трактовка этого древнего мифа о Данае и пролившемся на нее золотом дожде, ну и все остальное, в общем-то, преподнесено таким образом, что у человека есть возможность задуматься о простой вещи, что не в деньгах счастье, что мы тратим слишком много своего времени на тщетные и ненужные вещи. Я искренне скажу, что я современное искусство плохо понимаю, вот, и не очень в нем разбираюсь, но это не значит, что мы его не поддерживаем, потому что мы должны поддерживать все то, что делает человека лучше, вне зависимости от формы подачи. Если это делает человека хуже, мы это поддерживать не будем. И сама биеннале позиционировалась как экспозиция современного искусства. В ней, простите меня, экспонировался Репин, Кустодиев и много других художников, которые считаются сегодня априори классиками. И до 17-го, и после 17-го. И Кустодиев здесь активно продавался, например. А я не знаю, как вы, а я помню его еще по школьным маркам и иллюстрациям в школьном учебнике. Да, поэтому то, что сегодня нам кажется прорывом, там, через 50 лет может считаться классикой. Надо к этому соответствующим образом относиться. Вот и все. Кстати, государство и сейчас поддерживает современное искусство. И, например, так как нашему павильону, наш павильон является одним из старейших на Венецианской биеннале, и ему исполняется сейчас 100 лет, то в этом году государство практически удвоило финансовую поддержку этого проекта. Я приехал в Венецию первый раз, поэтому у меня впечатления еще не сформировались. Но я усиленно фотографирую, и хотелось бы, конечно, вернуться сюда, имея больше свободного времени. Спасибо большое. Спасибо. I'm so proud of Russia. Я очень рад. Я очень рад. Очень рад.